Чеченская вечеринка Синк-Ирам. Что это? Невероятно сложный, многогранный и уникальный обычай, побравший в себя сразу несколько традиций чеченского народа. Вайнахский этикет, правила поведения в обществе, парный танец, взаимоуважение и многое другое. В своей программе мы постарались раскрыть всю красоту танцев, песен, исполненных на Синк-Ирам, а также воспроизвести диалоги того времени, указывающие на все тонкости межличностных взаимоотношений. Сегодняшний выпуск будет посвящен Синк-Ирам, который устраивали в честь приезда гостя. Надеемся, что вы найдете время для небольшого путешествия в прошлое вместе с телеканалом Даймохк. Программа «Красота чеченских обычаев» продолжает свое путешествие в прошлое. На этот раз мы приехали на Живыртовский район, в селение, именуемое Дечигала, чтобы узнать, как здесь проходили чеченские вечеринки Нохчи Синк-Ирам. В каждом уголке Чеченской Республики вековые традиции приобретают свои оттенки. Каждая местность носит свои нюансы и маленькие корректировки в обычаи, подчеркивая особенность своего рода, села или тейпа. Уникален сам процесс проведения Синк-Ирам. Нохчи Синк-Ирам – это целый пласт культуры взаимоотношений людей, общение людей, умение шутить, умение понимать юмор, умение достойно отвечать на юмор и умение складывать диалог на основе юмора, но при этом никогда не переходить нормы и уровень, где юмор переходит в оскорбление личности. Это всегда было недопустимо в чеченской культуре. Итак, узнав о скором приезде гостя, первым делом хозяин дома спешил сообщить об этом своим соседям. Для того, чтобы известить молодежь округи о том, что в доме в определенное время должна состояться вечеринка Синк-Ирам, посвященная приезду гостя. Юношам приглашение передавали на словах, назначая время начала и указывая на место проведения, в то время как за девушками хозяин дома посылал ответственных людей. Это могли быть супруга или близкие родственницы. Те, в свою очередь, отпрашивали у родителей или в их отсутствие у старшего брата или сестры девушку для участия в чеченской вечеринке с обещанием того, что она будет находиться под их вниманием. Девушку сопровождали до самого дома, где должен был состояться Синк-Ирам, и по окончании также провожали обратно. В доме, где проходил Синк-Ирам, первыми собирались девушки со своими музыкантами. Это могли быть женщины чуть старше, умеющие играть на национальных инструментах. Располагались девушки в самом почетном месте. У чеченцев почетным считается самое отдаленное место от двери. Рассаживались вне зависимости от возраста или достатка. На Синк-Ирам имели право присутствовать незамужние девушки, вдовы, а также разведенные молодые женщины. Одна из них обязательно должна была быть тамадой. Ее между собой выбирали сами девушки. Зачастую хозяин дома заранее приглашал женщину, которая уже была знакома со всеми правилами и часто становилась тамадой на других вечеринках. Главная ее обязанность – внимательно следить за соблюдением строгих правил. Также тамада способствовала новым знакомствам и оказывала помощь в сватовстве. Она садилась максимально близко к двери относительно девушек, как бы закрывая их собой. Ее назначали после прихода молодых людей, вместе с тамадой юношей, после чего оба занимали предназначенные им места. Когда все приглашенные девушки оказывались в доме, разрешения войти удостаивались и молодые люди. Чудак, вырубды? Ты радикал же мягкий. Мог шпарат?
Заходили обычно все вместе, заранее собравшись вблизи дома. Хотя порой бывали и опоздавшие, которые имели право зайти в дом после начала Син-эром, попросив разрешения у тамады юношей и девушек. Зайдя в дом, справившись о здоровье и благополучии собравшихся девушек, молодые люди располагались в своей части комнаты. Не допускалось, чтобы на Син-эром девушек было больше юношей. Оставить приглашенную на вечеринку девушку без внимания было крайне оскорбительно. Количество молодых людей было либо равносильно собравшимся девушкам, либо его превышало. Так же, как и у девушек, в качестве тамады юноши выбирали самого старшего и опытного мужчину, знакомого со всеми правилами и традициями проведения чеченской вечеринки, который, в отличие от женской тамады, должен был располагаться в самой глубине комнаты. Таким образом, они оказывались друг против друга и имели возможность спокойно разговаривать, знакомить молодых и следить за каждым из присутствующих. Не допускались никакого рода оскорбления, неподобающие слова или действия. Каждое движение было собранным, каждое слово обдуманным. وين وقعت عمر الغار الركوع ريزوي ومسألة تشمو بيدوس هجدي هيسي سأم لي سبول ري سهاجر ري سترجع ليرو ناكري تشيوكا تتام فرش بغير بدر دوك ديك خذو ناكري شونهم هالاسي بتخرج ولا شو موفي ديك دودا اسي بتيوم فتام يقول كرلت عمر عيل ويشن دوك دودا ويش يا ارجمبوتش الصغير دا المقلح تبع حوص دوك وين لا والله دار خير سين غير مقبول شرشيت عم تخل هذا هم دي شو درتي وكنتي بقى دودي ديك شيء دقيقة شو لا توقف لا تبندر اسيب هر يوم ويشك حاج دلدوك ويش نقول الموضوع هذا У чеченцев есть поговорка: на Син-эром гостю не достается гостя, односельчанам односельчанка. Смысл этой поговорки в том, что если на вечеринке присутствуют несколько гостей, и юноши, и девушки, то знакомить их между собой было бы неблагоразумно. Такое мероприятие позволяет расширить круг знакомств, узнать друг о друге больше, скрепить взаимоотношения соседских селений. И ничто так не роднит семьи и села, как захло. السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا حكيتين شو باش مبشو وبيو çarşıdan ama dik düşüyor kaç dakika Худеш, мокш пара, хат бер yazar. Moda şu az boğuş gitti. Lüyem gaz model. Dert doluyorum gaza. İyi şadet değillerdi. Belki şu halde moda şu az boğuş gitti. ديك عشتو دا ديك خوب صولا ديك عشتري Alhamdulillah değil kınıyetim az da. Баркал энди, вауш, хаш вахал. В первую очередь внимание оказывалось гостю. Знакомиться он мог сам или его близкий друг мог начать разговор с понравившейся гостю девушкой. Кигиш, вы инсун ирдушенячи, шахабар дислу швалчува, халга, кигири там дер пурдлапырду, шозлу, мехри там дер пурдлапырду, хузлу, шахабар дич yolcu yayır burada. İş tersi kıyırım da var bu ayda var. Peki o tam biz konu gederiz. Urdu istiyor. Ne kadar tam biz konu gederiz. بقى هيدنا جدا Etvar kul fi ashur waqti huwa ala ashtartu. سنتي مكيو Makki. Tasiyu da butayir. Makka biz konu gederiz sonra. Eş lan. Makka.
وهاي شو أمت كيري صبو هايو اللي خلام سيدة شيخلش الشير أرينش أيدة تيخلش إذا شيدة تدك شي دولة خالش خاصة ديك يخزايا شي حسن حيز ريخش إذاك باهم تعبير سينا حشين يرزو يرشا بوشوي ساق برش سمو قادة شمتك شتاقي عريز يعبوشي ما شاء الله. По чеченским традициям отказать гостю девушка не могла. Даже имея серьезные отношения с другим человеком, девушка должна была согласиться этот вечер посвятить гостю. Уважить его считалось большим почетом. Если ее молодой человек присутствовал на Синкъйрым, он также не имел права показывать свое недовольство. Makar, als wisgeloos daar makkelijk voor Boylan. Gezien is elkaar. Sheikhen nasayach chaptel, yakelo yushhotel. El wedei sakistu. Shemet tasedin sunter shosher sunmet yo kwanderer. Amma konmet knis belani zonga. Wa haje baktu aye doshar. Ezibat. وواصل مك سوق صاحي شو يا أخي شو الرياء كورت عيره ريزي وشتى دخل ده ريفورم ده برصع برشو وقانا كون دجاوا ما شاء الله هاش هي كانت ورون شاهدك خليتر ورش هيز هاي سمو داخل دغا. Нужно отметить еще один момент. Если среди присутствующих мужчина замечал свою родственницу, он тихо прощался и покидал вечеринку, дабы не смущать ее во время сватовства. مسلم وال أمر سو واسو سلام هو شيء سبق الشيء هو عاش لدى مويته بركل خيش وقت عوضو هو لدى متروات صار نقدر غير ريس خلاص شو بس هذيك دالو اللي هذيك بركل واوجد عاش واحد نكري لا سيدوير بركل واوج بركل يسخل واقعا بيدي خزغل در مسلم ليلين بوش عشين بيحكم بوش يا ايوه انا ارسين كانوا وين بيتلوها. Итак, чтобы обратиться к понравившейся девушке, молодой человек был обязан спросить разрешения сначала у тамады мужского. После его одобрения юноша обращался к женской тамаде, указывая ей на то, какая именно девушка привлекла его внимание. Никаких жестов и криков с места быть не могло. Если молодой человек был знаком с девушкой, он мог назвать имя ее отца или просто указать на занимаемое ей место среди девушек. Женская тамада обращалась непосредственно к самой девушке и узнавала ее мнение. Девушка либо отказывала под благовидным предлогом, либо соглашалась. На вечеринке у девушки могло быть несколько ухажеров. Piger var han. Och så märkligt han visste om jag där i så. نقدر دو يستو. Märkligt han. Och han märker visste på blå alltså. لا والله undok باهم بر يتيب دقدر يخزر اليوق لإخوات أصليخ ديك اليو إيش دو أحسن توس قشوح كرينا الغيت شو صار ماركريت عم هون قولي رشوخ شاق سهو يوخ على أرسون انت عايشه عايشة شو خزيرين ماركريت عم إتس عايشة تي بيزن بخن Аркире док эрьяхте шхалси сошло стосует ирса даксаму ахир дарити осен. Слова, используемые сватами-друзьями или самими молодыми людьми во время захла, сватовства, были настолько продуманы, взвешены и искренни, что зачастую многие становились афоризмами, используемыми по сей день. Наши предки очень правильно, точно и красиво умели разъяснять свои мысли. Каждая фраза словно вырвана из книг. زیبت دین نو عبوز با کن دور عبوز با یا شنی عبوز با
Hırsı ki girişliyon 400 yebel van. İşte hamlekli 400 yebel bu gelsin, şuna yebel bu gelsin. Da işte yaxşı hep şliyona şaş müş derece kaçaş doşarit halmekir. نملا دوش دلم هر توش دلاها يحيتها خان Ya yıl özden gala şişe başa bu iyi humadas. ريزي بوهو يحيت شو هريا Эй, да, взгляди, ай. В конце вечера гость благодарил всех присутствующих за оказанный ему почет и уважение. تيجي هو تعبيس خل مجدرسه Meğer de vistila. هوس أش توش ديك إيلسي مستو أو غيره تي يورتي شون ديل ريزي أو ماكري شون ديل ريزي يعني دال سيدو شو دال إحتو برشو توش دقو سين غير مش كحل هو ده بسمو توش ديل ده دال سيدو شون ديل ريزي غل كنت حبور بنت توش داورو Şaşıla mevcut ruh. Deresi şu. بركو ديل ريزي ماكري تعمد بركل داير يسخل ماكرشنا خل سموق داقيش سموق تسدع مسوى درسه راح وغويش نسدع لقصة انت شنا داير يسخل دير ريسخل هنا يختص بوغش معي يخو حسن مقدقع وصدوق قدر المقرح نجح فخ لدري ويالح ويحسب الورديو داري أكتوبر لا نقص ولا Allah deresi. ما شوي ما شاء الله مريم Ha, ne kıl marşval. Marşval, marşval. Derek tebol, basroman da. Ha, var. Ha, kim şu ağaç, ağaç yiyiş. Nakri, dersi doyur, ağaç. Все знакомства заводили публично, официально. В чеченском обществе молодые люди знакомились при свидетелях. Со стороны юноши это мог быть его друг. У девушки близкая родственница или подруга. Свидетели способствовали гармонизации этих отношений, чтобы они были чистые, основанные на чеченской ментальности, и при этом ими создавались все условия, чтобы в итоге состоялся счастливый брак. Конечно же, такое мероприятие, как чеченская вечеринка, было прекрасным местом для встреч, где в присутствии знакомых молодые имели возможность общаться друг с другом. Zalak pandur, tuavat khalil, halvatıl. На вечеринке девушки и юноши пели песни и танцевали. Парный танец на вечеринке занимает особое место, требующее отдельной программы. Танец – соревнование, демонстрирующее всю ловкость и грациозность танцоров. Лезгинка – это своеобразный язык общения. В нем можно выразить всю красоту и искренность своих чувств, свое уважение к партнеру. Именно поэтому танец являлся неотъемлемой частью любого синкыра. Так, сменяя сватовство танцами и песнями, проходили чеченские вечеринки. Такое открытое, интересное, веселое действо было довольно частым явлением в чеченских селениях.
Наши бабушки и дедушки, возможно, даже мамы и папы, успели застать столь прекрасный обычай, объединявший такое количество людей. Мы рассчитываем, что благодаря нашей программе вы погрузились в атмосферу времени, когда обычай Синкъиром был настоящим институтом воспитания, создания семьи и родственных отношений. Возможно, многие из вас, посмотрев нашу программу, смогли подчеркнуть важную и полезную информацию, которая поможет вам в современной жизни. اشتاق زاد ونجرتا حلقي غادي زشخي